Слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне працуе Марыя Вайтовіч. Сёння нашыя госці гэта дырэктарка сямейнага інклюзіў-тэатра і Ірына Кісялёва. Прывітанне. Прывітанне. А таксама акторка Вольга Малатоўнік. Прывітанне, Воля. Прывітанне. Пагаворым пра чарговы спектакль «8 пачуццяў ці нараджэнне чалавека», які пакажуць 17 снежня ў Палацы культуры МАС. Таксама даведаемся пра мэты калектыва, пра яго поспехі ў гэтым годзе, а таксама цяжкасці, з якімі тэатру даводзіцца сутыкацца увесь час. Я ж нагадаю, што слухаць наш эфір можна на афіцыйнай старонцы euraradio.fm. Таксама сачыце за нашымі стрымамі ў сацыяльных сетках, гэта ў Фейсбуку, Кантакце, Аднакласніках. Пакідайце, калі ласка, свае пытанні. Мы ж пачнем. І вось першае такое пытанне у мяне да вас, Ірына. Шмат хто ўжо ведае, што такое інклюзіў-тэатр. Але ўсё ж такі для тых, хто пакуль не ведае, што гэта, адкуль гэта пайшло, калі ласка, вось распавядзіце, так, што гэта. Можа, вы ведаеце гісторыю, так, хто прыдумаў такі фармат, і дзе ён ёсць яшчэ. Семейный инклюзив-театр – это, наверное, особенный театр, потому что, когда мы думали, какую бы нишу именно театральную мы могли занять, мы подумали, что, правда, нет спектаклей для всей семьи. Когда не скучно детям с родителями отбывать время, или наоборот, когда родитель идет на детский спектакль с ребенком и, в общем, ему неинтересно. И мы, поскольку работаем в такой тесной творческой команде с теми, кто когда-то учился и занимался у Андрея Федоровича Андросика, мы собрались и подумали, что мы бы хотели продолжить начатое им дело, когда он попытался в ТЮЗе привить этот семейный театр, да, когда взрослые играют взрослых, дети детей, и в зале сидит семья, которой интересно. Мы по этой тропе пошли, и немножечко даже, может быть, и что-то получилось у нас свое, потому что у нас и на сцене взрослые и дети, и даже семьи. Поэтому у нас семьи нас смотрят, и семьи на сцене. А инклюзивные это потому, что у нас наряду с талантливыми обычными детьми и взрослыми артистами дети с аутизмом, не менее талантливые, работают на одной сцене. Добра, але якая галоўная мэта таких тэатраў? Все ж таки, так? Я думаю, что наша, во-первых, это театр как искусство, как зрелище не имеет границ, и поэтому мы можем рассказать о том, что каждый человек разный, особенный, и убрать страх в отношении к человеку с инвалидностью, человеку с особенностями и ребенку в том числе. То есть мы хотим воспитать совсем другую публику, совсем другое поколение и другое общество. И это наша цель, и когда люди приходят к нам на спектакль, они уходят уже другими. Цікава. А вось акторы тэатра, гэта хто? Дзе вы іх шукаеце, так? Адкуль яны да вас прыходзяць? Як яны даведаюцца ўвогуле, што ёсць такі тэатр? До театра еще была студия, и она и сейчас существует, студия, которая занимается развитием детей по разным абсолютно направлениям. И не только детей. То есть это и актерское мастерство, и вокал, и игра на музыкальных инструментах, и сценречь и так далее. И на базе уже сформированных таких артистов, потому что дети же, как правило, занимаются не один год, создался театр. Оля даже, наверное, про это лучше расскажет, чем я. Ось, Воля, распавядзі трошки увогуле пра сабе. Як трапіла ў тэатр ты? І як змянілася твоё жыццё, калі ты трапіла? Наверное, я пошла в театр, потому что я очень боялась большого общества и почти никогда не могла что-то высказать свое мнение при нем. Поэтому я захотела пойти в театр. А тогда ходила моя подруга, которая на год младше меня, туда, и нам предложили. Сначала мы пришли в студию, не в семейный инклюзив-театр, и мы пришли, отзанимались первое занятие, а на втором занятии мы пришли, и там репетировали спектакль. Так получилось, что совпадают наши занятия с репетицией. И, мы просто сидели. И, нас увлекли в этот спектакль, и для меня это была такая радость, мне было так весело, и одно же время страшно, потому что никогда не было спектаклей. Этот спектакль прошел очень хорошо, мы ездили с ним на гастроли, «Флейта-чародейка».
И, ну, наверное, после того, как я стала ходить в театр, моя жизнь изменилась намного к лучшему, потому что это весело, это общество, с которым ты можешь всегда пообщаться, рассказать свое мнение, и это очень хорошо. Дзякую, гэта Вольга Малатоўнік, наша зорачка. Так. Вось, а скажыце яшчэ, калі ласка, вось як доўга працуе тэатр менавіта ў такім фармаце, як сямейны інклюзіў тэатр? 4-й сезон мы начали, то есть 4-й год. Вот, и я думаю, что мы еще не 1 год будем радовать зрителей. Уже 6 спектаклей у нас поставлено, причем 2 последних таких масштабных, больше 100 артистов на сцене. Там работает экран, и передняя и задняя проекция, то есть 3D, красочный, для всей семьи, чтобы было не только познавательно, но и интересно. И вот этот спектакль, который сейчас, вот мы репетируем, сегодня вечером у нас репетиция, спектакль «8 чувств для рождения человека», он создавался с детьми вместе. Ну, в принципе, это вот наш такой принцип, да, работы, когда мы с детьми обсуждаем, рисуем, проговариваем что-то, а здесь они писали и сценарий в том числе. Але да гэтай гісторыі мы яшчэ вернемся. Давайте пачнем з самага пачатку, напэўна, працы сямейнага інклюзіву тэатра. Распавядзіце пра спектаклі. Якія былі пастаноўкі? Што вы адчувалі, калі толькі вось вы вырашылі зрабіць менавіта інклюзіў тэатр, так? Гэта, я не думаю, што гэта лёгка. Нет, это не было легко, это был очень переломный, серьезный такой момент, потому что мы занимались в студии, она была очень успешная и модная, мы брали не только там призовые места, но и гран-при на фестивалях, вот, и привыкли к тому, что все к нам стремятся и хотят. И тут вот, ну, к нам, правда, приходили дети с разными там сложностями в поведении, и мы через актерское мастерство, ну, вот старались это минимизировать, какие-то моменты. То есть была девочка, которая там выходила к доске, не могла слова сказать, там были дети, которые не могли в зеркало смотреть. Ну, вот это не аутизм был, это просто вот бывает в подростковом периоде такое. И тут вот нам мама одного из мальчишечек говорит, давайте сделаем театр именно, да, а поскольку база уже была, и мы репетировали даже спектакль, вот первый Оля сказала флейту, чародейку, то никакой проблемы не возникло в творческих силах. И вот я объявляю родителям, у нас такая радость, мы теперь будем вот театр, мы тогда еще название не придумали, но понимали, что это будет инклюзивная площадка, экспериментальная, где мы будем пробовать работать вот с детьми с аутизмом в общей такой, ну, среде, да, где и те, и другие как бы дети. А вот калі шчыра, так, трошки вас пераб'ю, так, калі шчыра, ці былі у вас была звычайная студыя? Да, Ці пасля былі бацькі, якія, напрыклад, казалі, што ну інклюзіў, ну нешта не. Вот я сейчас про это и хотела сказать. Я радостно объявляю, у нас был отчетный концерт, и все так похлопали, и замечательно, и вдруг стали уходить дети. Я не понимаю, что случилось. И в разный период, наверное, ну вот в течение месяца ушло больше 50% детей, которые и лауреаты, и так далее. То есть я не понимала, что происходит. А потом я поняла, что я для себя осознала, что я могу быть полезной, да, вот, что я понимаю, что такое инклюзия, как мы это будем постепенно и грамотно делать. То есть мы же и учились, и еще будем учиться. Но я это все не объяснила. Я это все не рассказала. И отсутствие информации, вот оно породило именно страх. И стали родители забирать детей. Это было так болезненно, что я даже думала, ну все, мы никогда не будем больше этим заниматься. Вот, и даже студию хотела закрыть. А потом, ну, во-первых, мне повезло очень с командой, которая поддержала. А во-вторых, потом я подумала, что я по жизни упрямая. Почему же мне сдаваться, если я решила, что так надо? Значит, идем с теми, кто готов. И сейчас мы абсолютно четко объясняем и рассказываем, когда звонят родители, что «а вы готовы? Вот у нас есть вот такие дети». Понятно, что это, наверное, даже перебор, что, может быть, и не надо, потому что многие дети, которые сложные, они занимаются по индивидуальной программе, и мы их никогда не бросаем, как котят, на сцену, в общую там кашу. Нет. Те дети, которые уже там индивидуально прозанимались там несколько месяцев, кому-то год нужен, а кому-то годы, они тогда уже выходят готовыми, потому что им же тоже должно быть очень комфортно. И общение, да, и свет, и звуки, и все.
Вот, но мы, тем не менее, решили для себя так. И сейчас идет другая какая-то волна. Вот я удивляюсь, но, наверное, спасибо вот журналистам, которые рассказывают и показывают. Страх уходит, информации больше, поэтому родители звонят и говорят: а мы хотим, чтобы наш ребенок занимался именно у вас. Я говорю: а почему именно у нас? Много же там студий, театральных. Он говорит: мы хотим, чтобы у нас вырос настоящий человек. Ну, гэта сапраўды так, і ўсе заўважаюць тое, што апошнія гады стаўленне да інклюзіі ўвогуле так трошкі змянілася, і дзякуй Богу. Оля, а вось распавядзі ты сама, так? Ты вучылася, напэўна, там у звычайным класе, так? Ці вучышся? Ці ты музыкай займаешся? Ці ў ці незвычайны клас? Ну так. І калі ты сутыкнулася ўпершыню, так, там з дзеткамі, якія там у якіх быў, напрыклад, аўтызм, так? Цяжка з імі сябраваць ці не? Ці яны таксама твае сябры, то есть вось якія думкі у цябе на гэты конт? Ну, я воспринимаю как их настоящих, обычных людей, и мне очень нравится разговаривать, дружить с ними, пытаться помочь им, если они чего-то не знают, выйти на сцену, нет. И мне это нравится, меня это не смущало никогда, и я считаю, что это правильно. Угу. Супер. І ўсе твае сябры падзяляюць твою кропку гледжання? Да. Ну, это выдатно. Те, которые вот дети занимаются, да, они абсолютно другие. Но и они восприняли сразу же именно дети. Вот дети видят ребенка. Так же, как вот, ну, у меня тоже, я не понимаю, как можно видеть там инвалида или думать: ой, а как это вот, да. Перед тобой ребенок или человек, да, восприми его таким, какой он есть. Вот эта чистота детская, она и позволила как бы создать вот эту вот среду очень дружественную, творческую, в которой было комфортно другим детям, да. Вот. И приходили, конечно, разные детки, то есть понятно, что родители там, может, предостерегали, может быть, рассказывали там о чем-то. И очень так это осторожно. А вот этот вот уже костяк, вот у Оли много достаточно друзей, потому что она девочка открытая, очень добрая. Они подходили, объясняли, я там что-то пыталась вмешаться. Они говорят: не, мы сами все расскажем, все хорошо. То есть нет проблемы. Абсолютно нет проблемы. И дети, которые вот с аутизмом, очень же важен вот этот контакт, их доверие. И когда они видят, что это дети, никто же не хочет никому причинить вреда, да, они открываются, они начинают смотреть в глаза. И потом самое главное, вот эти навыки коммуникации, они переносят в жизнь. Слава Богу, что они могут в театре научиться тому, что им помогает именно потом в жизни. А ці часто бываюць такія вось блокі, калі раптам вось ідзе, напрыклад, рэпетыцыя, і нехта з дзяцей закрываецца і не можа быць. Як вы з гэтым справляетесь? Не бывает просто так неподготовленных каких-то вот таких вот моментов, но ребенок не закрывается. Он может, если он переустал, он может уйти в себя, да, сенсорная перегрузка и так далее. Безусловно, мы тут же даем возможность отдохнуть. Но у нас есть вот Олин партнер по спектаклю, Костусь Жибаль, тоже очень талантливый мальчик с аутизмом, и он пишет прекрасные афоризмы и стихи, очень много к спектаклям он сочинил. С такой семьи, да, конечно. Вот. И, например, у него сложное поведение очень, что не дает ему до сих пор возможности ведь в школу ходить. Так вот, он обожает театр, он очень любит репетировать, он свои роли проживает так, вот Оля не даст соврать, какой он глубокий, да. Вот, но он, например, может носиться, кричать в прямом смысле, по полу кататься, прыгать еще где-то. На меня все смотрят, как-то я собираюсь с ним репетировать и на сцену пускать. Я говорю: Костусь, собираемся, работаем. Да, все, я готов. То есть вот это вот какой... Я даже до сих пор не знаю, что это такое, но это... стремление вот это вот к сцене, его понимание того, что он должен собраться, он уже начинает уметь себя контролировать. Его очень Оля хорошо в руки берет. Только он в репетиции начинает баловаться, она говорит: Костусь, перестань, ну что ты, да? Можешь некие истории такие вось узгадать ваши? Ну, просто як вы репетуете, там, сябруете? Ну, репетируем каждый в неделю, наверное, раза 4-3, и я не устаю от этого. Мне нравится работать, и, ну, наверное, таких прям особенных историй не было, но если, допустим, Костусь отвлекается или еще что-нибудь, я его сразу же подзываю, говорю: Костусь, мы сейчас будем выходить, ты готов? Он говорит: да, готов. Слова помнишь? Помню. Хорошо, значит, сейчас будем выходить. Он сразу собирается, он понимает, что сейчас будет работа, и
не ведет себя по-детски как-то, а уже становится взрослым человеком. А ты лічыш сябе ўжо дарослай? Не. Я маленькая. Ірына, скажыце таксама, калі ласка, а вось якая у вас адукацыя, калі можна запытаць? Я, ну, в общем, закончила хореографический колледж, то есть я балерина по образованию, вот, но я еще и педагог с 30-летним стажем, потому что я потом пошла учиться на театрального режиссера, и была возможность, только нашему курсу так повезло, дополнительные там предметы брали и досдавали для того, чтобы квалификация была педагога. А поскольку у меня, в принципе, это потомственное, то есть и мама, и там бабушки, то я вот уже с 3-4 лет, когда меня мама брала в балетный зал, сидела под станком, делала замечания ее ученицам. Меня за это они очень не любили. Но как бы вот это мне очень помогает, потому что в крови это, наверное, да, вот какой-то такой... У вашым калектыве хто яшчэ працуе? У нас больше 16 педагогов, вот, и, наверное, те, кто вот на сцене с детьми и работает вместе. Геннадий Фомин, у него своя мастерская, Сидорчик Игорь, Саша Сандлер, Галина Аерова. Я даже вот сейчас просили их всех вспомнить, но это правда такие звездные абсолютно. И не то, что, ну, звездные, да, я правильно сказала, но это профессионалы своего дела, для которых важно ребенка не испортить, а воспитать и дать профессию. То есть по максимуму относятся к этому. Вот и Денис Дадишкеляни, когда-то мы на одной сцене с ним танцевали. То есть очень много людей просто одержимых и отданных, да, своему делу. Скажи, калі ласка, Воля, а вось твою кар'еру такую, так, прафесійную, ці шмат ты сустракалася са знакамітымі акторамі, ці ходзіш ты сама ў тэатры які-небудзь, ці хапае на гэта час, ці можа ты сама як акторка, як часам бывае, ну, людзі самі займаюцца нейкай справай, а вось глядзець ужо няма моцы просто, ну куды яшчэ гэта тэатр, ці не? Нет, я хожу на спектакли, мне очень нравится, ходила на многие уже, с друзьями, с родителями, и я считаю, я вижу поведение других актеров, уже взрослых, и я, может быть, делаю для себя какие-то выводы, и для меня это очень нравится, и меня это совсем не утомляет. Бок ты у іх вучышся, калі ходзіш, так? А у якія тэатры ты ходзіш? У театр Янки Купала ходила. Есть любимая постановка? Не, все нравятся. Во многие театры ходила. Ну, супер. А скажи, калі ласка, а як ты сумяшчаеш увогуле сваю працу? Ты сказала, што на тыдзень бывае 3 рэпетыцыі. Па колькі гадзін? 2 час. Вось як ты сумяшчаеш працу і вучобу ў школе? Ну, я не считаю то, что это моя работа, потому что мне это доставляет удовольствие. То есть я понимаю... Ну, праца таксама может доставлять Я считаю это больше как свою карьеру. И, ну, я успеваю все делать, и для меня это несложно совмещать это, и, ну, да. Оль, а вот расскажи, можно это с Геннадием Фоминым? Оля работает сейчас на одной сцене, и у них дуэт. Вот там такая очень сложная, трогательная сцена. И как Гене было очень сначала сложно, потому что он говорит: боже мой, как же я, но он же известный артист, да, сыграю так же вот откровенно, да, как вот дети. Так, да? Не сложно тебе? Нет. Наверное, когда я прочитала сценарий «Интереса», Геннадий Ханонович играет в «Интересе» клоуном, я, наверное, это поняла... спектакль, які у вас ідзе, так? Да. Я, наверное, поняла то, что это будет одна из любимых сцен, потому что в ней очень углубленный сценарий, и там можно и посмеяться, и поплакать в прямом смысле. Это одна из новелл спектакля «8 чувств». И сначала я как-то стеснялась и закрывалась, потому что, ну, не было такого контакта с людьми взрослыми прямо на сцене, как новелл отдельных, то есть там почти никто не находится на сцене больше. Но потом я раскрылась, я поняла, что здесь стесняться нечего, и мне очень нравится работать с Геннадием Ханоновичем.
Ну, калі мы ўжо вось закранули спектакль 8 пачуццяў ці нараджэнне чалавека, распавядзіце вось гэты спектакль, я нагадаю, што пройдзе 17 снежня ў палацы культуры МАЗ. Распавядзіце пра спектакль, там навела, так? Пра што ён увогуле, якую тэму вы там закранаеце ці шмат тэм? Вот мы, когда предыдущий спектакль готовили по Достоевскому, это по произведению «Мальчик у Христа на елке», мы с детьми, конечно, пришлось про сложные темы разговаривать, про там, жизнь и смерть, там, про вечность души, про любовь и одиночество в толпе, и там много таких философских моментов. Я у них спросила, не тяжело ли вам? И хотите ли вы в таком спектакле участвовать? И мне вот более старшие дети, подростки, сказали, что нам не с кем об этом поговорить, давайте. И вот тут родилось желание идти с ними дальше и поговорить с ними о том, как им сложно вот это взросление дается, потому что стали делиться, естественно, рассказывать, что когда был маленький, все было хорошо, подающие надежды и так далее. А тут вот взрослеет, и уже должен всем. А где же вот этот вот период, когда мама довела за руку или как-то помогла, или, ну, то есть уходит вот этот контакт очень важный. И так совпало, что Костусин, поскольку дети, например, с аутизмом, они сложно распознают чувства и в себе, и могут их проявить, и в других распознать, есть такая, ну, мы на занятиях в прямом смысле учимся, да, вот какое это чувство, как-то его, это часть терапии. И он рассказал про эти чувства и увидел их во сне в цвете. И вот как-то состыковалось у меня это, что можно было бы с этим поработать. Мы вот с детьми собрались тогда в большом зале, стали это обсуждать, и как вы видите, и цвета даже совпали очень у многих, и мы стали вот с ними разговаривать. И дети приходили, мы индивидуально беседовали, кто-то рассказывал про свои какие-то горести, какие-то сокровенные там тайны, кто-то приносил новеллы готовые, кто-то там кусочки сценария, кто-то музыку писал, костюмы рисовали, да, и вот костюмы. То есть от детей осталось все, что они вот хотели донести. Потом они перед камерой рассказывали какие-то свои, вот и Оля принимала в этом активное участие, и плакали вместе, и смеялись, и вот так родился спектакль. Оля, што распавядала ты? Можаш узгадаць і вось распавесці нашим слухачам таксама? Я рассказывала про свои некоторые истории. У меня было много историй, связанных именно с этими чувствами. Можешь распавесці якую-небудзь? Ну, допустим, наверное, самое запоминающееся это было про вину, потому что тогда нас в школе, тоже школьная история, наверное, был 3 класс, нас отбирали на Олимпиаду по белорусской мове. И я хорошо училась тогда, и меня отобрали. У меня есть подруга, которая учится вместе со мной, Лера. И она говорит, выбери меня, если тебе так кажется. Я очень стеснялась тогда, и я сказала то, что я не знаю, кого я хочу, то есть не хватало одного человека, я сказала, что я не знаю, за кого я хочу проголосовать. И тогда на меня очень она обиделась, Лера. И я как-то ходила, у нас тогда была прогулка, и я вот прям вот плакала, потому что мне было так грустно, потому что я вот чувствовала вину в себе, то, что я не сказала, меня попросили, но, Не, ну, ты наверное, да. ты Потом я разумеешь, понимала, так. то, что это не то чтобы даже не только моя вина, но все равно это было очень сильное чувство. Ты ведаеш, я лічу, што ты, напэўна, зрабіла ўсё правільна, таму што ну, нас зараз таксама часам просяць прагаласаваць за таго ці іншага кандыдата. Можа, з гэтага ўсё пачынаецца, калі ў школе, так, нехта з дзяцей цябе просіць, а прагаласуй за мяне, так? Вось, ну я жартую, канешне. Скажы, а твае ўражанні ад працы над гэтым спектаклем? Што цябе кранае тут менавіта? Ну, мне очень нравится проживать спектакль по-настоящему. То есть не наигранно, как будто я это делаю, то есть специально для того, чтобы показать другим людям, что вот я такая молодец, я играю, я могу показать все чувства наигранно. А пытаюсь проживать это как в жизни, как будто это все правда происходит со мной. И для меня это достаточно легко, потому что все-таки это правильнее, думаю.
И когда мне сказали, что я буду играть девочку, я подумала, что сначала, что я не смогу этого сделать, потому что я там могу плакать, смеяться. Ну, то есть я думала, что я не смогу, в принципе, выучить текст, сыграть это все, выдержать. Но потом я поверила в себя и смогла. Двухчасовой спектакль просто, и главная вот роль мальчика и девочки, они постоянно на сцене. То есть это огромный объем, правда, и текстов, и проживаний. Вот, но Оля просто и очень одаренная, и трудяга, и все удалось. Она здорово играет. Оля, я ведаю, што ў гэтым спектаклі паднімаецца так тэма сям'і. Якая ідэальная сям'я вось для цябе? Вось, Ну, можаш сказаць? Наверное, идеальная семья для каждого своя, но для меня идеальная семья, когда каждый понимает друг друга. И когда вся семья может помочь одному человеку справиться с каким-то сложным периодом. Вот, допустим, даже про эти чувства можно говорить. Когда у любого ребенка переходный возраст, и он справляется со всеми этими сложными чувствами, то для меня, наверное, идеальная семья, когда все могут помочь пережить этот возраст. А скажы, калі ласка, вось ты сама адчуваеш сваіх там бацькоў, родных, вось ты стараешься ім дапамагчы неяк, не ведаю, пачуць тое, што яны кажуць? Ну да, всегда, если есть возможность, то всегда помогаю. А шмат часу праводзіш у гаджетах? Ну, наверное, нет, потому что больше надо, у нас же и репетиции, я еще хожу на конный спорт, и все-таки учеба, и поэтому даже нету времени особо. Вось глядзі, і конны спорт, так і тэатр, так і школа. Як ставяцца да гэтага твае аднакласнікі? Я памятаю, што ў нас у школе часам, калі нехта чымсьці займаўся, а нехта не, часам казалі, ну, ты такая выскачка, там, табе больш за ўсіх патрэбна ці што, то бок людзі не разумелі гэтага. Вось ці не, ці ўсе ведаюць, чым ты займаешься, і ты лідар увогуле ў класе, усе спрабуюць быць такими ж активными, як ты? Ну, все ведают у классе, чем я занимаюсь, но, наверное, больше всего они не понимают, кто такие аутисты. Мы им объясняли, читали все это, но все равно такого вот предчувствия у них, жалости, любви и такого прямо чувств, даже можно сказать, их нету, как вот у меня. Они, наверное, не общались никогда, и они, наверное, больше всего не понимают этого. А можа, з імі якраз і не размаўляюць іх бацькі на гэтыя тэмы, як ты думаеш? Вось? Может быть. У вас такія спектаклі, які якраз кранаюць, так? А вы памятаеце, увогуле, дзе ўжо паказвалі гэты спектакль, і якая была на яго рэакцыя? Вот, ну, если говорить сейчас вот про осень, то 10 ноября мы показали вот его в ДК-МАЗ, и у нас был аншлаг, пришло 1000 человек, но это были люди, которые понимали, куда они пришли, и такая удивительная была реакция. Во-первых, были овации, но каждый раз люди встают, прямо хлопают, и люди шли на сцену, они плакали, они хотели пообщаться, вот так вот. А Оля расскажет, как мы в Гомель съездили по приглашению ЮНИСЕФ, я думаю, да? Там приехали во дворец, и так очень тоже было интересно, люди пришли нас посмотреть, послушать. В Гомеле людей было тоже очень много. И они, когда закончился уже спектакль, встали все до одного просто, начали хлопать. Это было очень приятно, и некоторые прям вот плакали над некоторым моментом, всем залом почти. В одних моментах они смеялись, и хотелось тоже смеяться и поддерживать их. Это было очень приятно. А гэта такі традыцыйны спектакль, што ўсе сядзяць і глядзяць тое, што адбываецца на сцэне, ці вы неяк там заігрываеце, так скажем, залам? Ну, смотря в каких моментах. Иногда, допустим, в моей первой куске текста я, наверное, больше говорю с людьми, которые сидят в зале, потому что я не должна увидеть мальчика, а больше никого на сцене нету. И я больше обращаюсь к ним. Поэтому, наверное, и к ним и так посредне. Гэта твоя першая галоўная роль? Был еще спектакль «Собачья чыгунка» на белорусской мове, и там я тоже играла собачку.
Ясно. Як ты увогуле, а пра што той спектакль быў? Той спектакль про то, как 8 собак хотят распознать историю, почему исчезла дорога. Там очень много таких моментов, и даже нельзя рассказать его полностью, про что он. Он про то, как собаки нашли кота. Кот рассказал им другую историю, не та, которая с ним на самом деле произошла. И у каждой собаки свои эмоции и чувства, свой характер. История запутанная, ее Костусь придумал. Да. Собачья чыгунка, да. Вот, и, Таму конечно, трэба абавязкова прыходзіць на ўсе спектаклі інклюзіўнага сямейнага тэатра. І наконт, у нас ужо засталося не так шмат часу, таму наконт тэатр таксама. Мы зараз закранулі такія поспехі, такія цікавыя спектаклі, нейкія тэмы, паразмаўлялі пра актораў, якія там удзельнічаюць у пастаноўках. У мяне пытанне наконт таго, ці ёсць нейкія цяжкасці працы такого тэатра ў Беларусі зараз? Да, более чем. Просто, конечно, когда нет своего помещения, это сложно, потому что, ну, во-первых, мы можем делать гораздо больше, если бы оно было, и детям давать гораздо больше, потому что с утра до вечера можно заниматься, например, с теми же детьми с аутизмом. Да. Мы, когда приходим на какую-то новую площадку, нам приходится и прогон в этот же день делать, и спектакль, и это достаточно волнительно, потому что новая сцена, дети должны привыкнуть, а уж тем более такие вот, как у нас, да, дети. Но мы идем на это, потому что мы должны показывать, информировать, и приходят же родители, те, которые никогда, например, со своим ребенком никуда не выходили, и это дает им стимул и толчок не молчать, выйти из-за своих 4 стен. Поэтому мы идем вот на такие вещи. Ну и сейчас есть еще такой момент, что все стали, слава богу, что у нас очень много последователей. Вот, например, в киевляне открывают такой же театр, как у нас, ездят, учатся в Гомеле, в Бресте. Вот голландцы, которые только со старшими работали, сейчас уже работают с детьми. То есть берут наш пример, и слава богу, он пригождается. Увогуле Беларусь, она была першай краиной. Ну, получается так, что мы очень, да, полезны. Именно вот такой театр, как у нас, да, он, ну, наверняка где-то есть, но вот пока получается, что мы первопроходцы и делимся своим опытом, а опыт негативный, который мы получили, он же очень ценен другим, потому что они могут избежать этих ошибок и пойти быстрее вперед. Вот и мы про это не стесняемся и рассказываем об этом. Но ошибок каких? Именно о том, что мы вот когда разговаривали с семьями, не до конца, видимо, рассказали, объяснили и так далее, почему нас поуходили тогда вот дети. Сейчас нас очень много, больше 120 человек, и, конечно, это радует, и еще приходят. Вот сейчас все театры, которые и студии начинают называться инклюзивными, но это радует, потому что пытаются, делают, стремятся. Ну, немножко это мешает нашей продаже билетов, потому что думают, что к нам уже ходили, оказывается, даже не в курсе, как называется спектакль. Вот, но, значит, нам нужно работать еще лучше и больше, да. Добра, я хочу, каб усе пачулі наконт пляцовак. Вы сказали, што больш за 120 чалавек, так, у калектыве. Дзе гэтыя дзеці ўвесь час займаюцца? Мы, пляцовка вот такая сейчас стабильная. мы постоянно работаем в Доме ветеранов, и, слава богу, они нам помогают, но это аренда, мы платим за нее. Спасибо за помощь IBAT-группы, компании 1, которые вот помогают нам в этом. Если бы не они, мы бы не смогли это потянуть все. Ясна. Будзем спадзявацца, што спонсараў стане больш, і людзей, якія пойдуць да вас насустрач вам і таксама на сустрэчу ў тэатр, каб паглядзець спектаклі. Я нагадаю, што у нас у студыі сёння была дырэктарка сямейнага інклюзіву тэатра і Ірына Кісялёва. Гэта менавіта тэатр і. Вось. А таксама акторка Вольга Малатоўнік, якая выконвае галоўную ролю ў спектаклі, які адбудзецца 17 снежня. 8 пачуццяў ці нараджэння чалавека. У студыі працавала Марыя Вайтовіч. Дзякуй вялікі.